Сложно назвать другого историка, вокруг книг которого сломано столько копий и было столько дискуссий. Казалось бы, авторитетный ученый, доктор исторических наук, профессор кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, директор научно-исследовательского центра Меньшиковский институт, член Королевской датской академии наук, один из известнейших специалистов по истории Скандинавии, Гренландии Валерий Вазгрин и история крымских татар. История репрессированного, изгнанного с родной земли народа, чье имя усилиями властей на протяжении многих десятилетий стиралось из книг и из народной памяти. Крымские татары, которых к тому времени оставалось едва четверть от населения Крыма, 3/4 составляло пришлое население. Во-первых, осознавая себя как коренной народ Крыма и необходимость самоопределиться, а во-вторых, отдавая себе отчет о грозящей ассимиляции в новых условиях, решили объединиться, создать новое правительство, национальное правительство, решили восстановить утраченную было в конце XVIII века государственность своей родины. Именно поэтому вскоре после Октябрьского переворота, а именно 26 ноября по старому стилю 1917 года, в Крыму был собран первое национальное учредительное собрание, которое вскоре превратилось в постоянно действующий демократический национальный парламент, который получил название Курултай. Целей у Курултая было несколько. Я скажу о главных, об основных из них. Прежде всего, целью Курултая было построение такого общества, установление такого режима, которые исключали бы возврат деспотизма, которые могли бы содействовать, могли бы развивать общество в новых, демократических, человечных направлениях, и которые одновременно были бы гарантией от возврата деспотизма. Все это, весь этот комплекс целей можно было бы обозначить одним основным центральным лозунгом, выдвинутым на Курултае, а именно «Крым для крымцев». Подчеркиваю, для крымцев, то есть вне зависимости от национальности, происхождения и так далее. Это был лозунг о независимости Крыма. Кто же он, Валерий Вазгрин, титулованный историк, не побоявшийся написать историю репрессированного народа? Наша программа – лишь штрихи к портрету выдающегося историка и гражданина. И дань уважения и восхищения научным и человеческим подвигам историка. Валерий Вазгрин родился в Крыму, в Симферополе, 25 июня 1939 года. Родители были учителями. Ему было 18 лет, когда он окончил Евпаторийскую мореходную школу и до 1962 года работал матросом, а после – боцманом на судах дальнего плавания Черноморского морского пароходства. Говорят, что путешествие – лучшая школа жизни.
Так это или нет, но молодому человеку удалось то, что многим советским людям не доводилось за всю жизнь – увидеть полмира, побывать во множестве стран. Накопив огромный багаж впечатлений, юноша понял, что пора учиться, иначе будет поздно. Ему было 23 года, когда он поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета на отделение датского языка и литературы. Кроме датского языка там учили немецкий, шведский, норвежский, исландский, латынь и даже мертвый готский язык. Его тяга к учебе была огромной. Валерий так увлекся историей Скандинавии, что посещал лекции не только на филфаке, но и на историческом факультете университета. Здесь преподавали лучшие ученые, специалисты по странам Скандинавии, профессора Стеблин-Каменский и Шаскольский. После защиты дипломной работы Васгрин был принят в Ленинградское отделение Института истории СССР Академии наук СССР, где проработал почти 30 лет, занимаясь историей скандинавских стран. Его докторская диссертация «Россия и европейские страны в годы Северной войны. История дипломатических отношений в 1697-1710 годах» была защищена в 1993 году. Он стал ведущим научным сотрудником института, был принят в Датскую Королевскую Академию наук, что свидетельствует об огромном уважении к его трудам, которые изданы не только в России, но и во всех скандинавских странах, а также Финляндии, Германии, Италии, Испании, Эстонии. Как видим, научная карьера Валерия Евгеньевича складывалась успешно. Вполне удачно сложилась личная жизнь Васгрина. Долгие годы он был женат на Людмиле. В этом браке родились дети. С большой теплотой вспоминает отца его младший сын. Валентин Васгрин рассказал нам о том, что отец был очень разносторонним человеком. Его интересовали литература, философия, живопись, музыка, кино, архитектура, путешествия и просто общение с разными людьми. В доме, вспоминает Валентин, всегда было много друзей отца. Он любил людей и умел дружить. Часто увлекался новыми идеями. Однажды, например, написал сценарий мультфильма о жизни викингов. С молодости занимался фотографией. Не имея специального образования, писал картины. В основном любимый Крым. Прекрасно готовил и любил угощать людей. Очень любил музыку, классику, джаз, бразильскую народную музыку, песни Высоцкого и Галича. Летом, при первой же возможности, отправлялся в походы. Чаще всего горный Крым, который считал красивейшим местом на земле. С палаткой он обошел половину Крыма, от Балаклавы до Коктебеля. Помню, когда мне было еще лет 12, мы вдвоем с отцом прошли за один день весь Большой Крымский каньон, поднялись на плато Айпетри и уже поздно вечером спустились к морю и поставили палатку недалеко от Ялты. Его интересовала и увлекала жизнь во всех ее проявлениях. В этом он был похож на человека эпохи Возрождения, человека безграничного поиска и постоянных открытий. Вспоминает Валентин Васгрин. Не каждый, даже крупный ученый, может быть профессиональным и внимательным педагогом. Но это не про Васгрина. Вспоминает его студент Владислав Кагарлицкий. Он всегда был готов помочь. Советы его носили глубокий характер. Он разъяснял методику работы, а проделанную работу уже корректировал с высоты своего опыта. Даже когда учитель был в больнице, это не мешало ему принимать студентов. Как-то раз мы встретились в саду у метро Горьковская, сели на скамейке и принялись обсуждать диссертацию. Вернее, он ее читал, корректировал, попутно проводил исторические параллели. Он казался мастодонтом истории, но при этом мы сидели на скамейке в саду будничным днем. Тут и там юмор, порой поучающий,
порой вдохновляющей. Лекции Валерия Евгеньевича носили исключительный характер. В его рассказах прослеживался географический штрих, чувствовался опыт моряка дальних плаваний. Несмотря на 50-летнюю разницу в возрасте, мы стали друзьями, поддерживали связь после окончания обучения. Свою последнюю любовь профессор также встретил в стенах университета. Güzel yalın kayaların dalgalarının yırlarından seni gezip ilhamlandım. Efsanevi sırlarından o dalgalar gelip gidip hep yalını doyup öte mavi koktu.